К нам приехал двоюродный или троюродный братик Нильса. Вот он беленький. Все пытается выскочить. Да? Ориентирован очень сильно на человека. Посмотрим. Посмотрим на тебя, да? Посмотрим. Карапуз. Ушки еще так не встали. На медвежонка похож. Лорд у нас бежал минут, наверное, 50. Он работал там, бегал по кабанам, потом переключился здесь на соболя. Еле поймал его. Ни в какую вообще ко мне не подходил. Уже здесь соболя его было проще снять. Там невозможно. Он раз отбежит. А здесь он в угол зашел. Здесь начал на соболя лаять. Вот как раз с этого угла. Я его здесь зажал. Он пару раз пытался туда сбежать. Но вон соболь, кстати, у нас. Но не получилось. Монечка. Какие вы красивые. Да, Умка, ты, конечно, красивый. Львенок наш. Глазища такие. Да, ты тоже будешь красивым. Так, Нильс у нас свободный. У нас в Швейцарию не получается его отправлять. Этот мальчик тоже свободный, но я еще думаю, оставить его себе или на продажу. Вот у нас какие красавцы. Лорд и Алита. Алита, вообще это был твой потенциальный жених изначально. Вот он, красавец какой. Смотрите на него. Баки какие. Одет как хорошо. В 2 раза, наверное, больше одежды, чем у Алиты. Очень хорошо одет. Вот идеал одежды. Что для западника, что для Волленда. Он как волк. Поведение, конечно, он адаптирован человеку очень сильно, но поведение все равно волчье до ужаса у него. Вот Кубины дети, они все, вот у них волчьего много. Да, в принципе, и от Веги, вон, от Моника. Они все волчья кровь чувствуются. Что ты, барбосик? Насчет Светлого, всем огромное спасибо за поддержку. Все читаю, все вижу. Спасибо большое. В телеграм-канале даже отвечаю. Здесь пока у меня нет сил. Как будет возможность, отвечу в комментариях. Сегодня у нас пятница. Должно быть вскрытие. Вообще вчера должно быть, но вчера не было. Сегодня приносят. И как что будет известно, то обязательно вам скажу. Ой, какая красота. В общем, никого я не виню. Ну, кроме себя есть только.
ни врачей, ни анестезиологов, ни офтальмолога, никого. Как бы они выполняли свою работу. Поэтому претензий вообще никому нет. Что-то подробнее хотите узнать, в телеграм-канал переходите, там очень много об этом говорилось. О, малыш, он баранью голову. Вот ему не скучно будет. Нильс, аккуратнее, он тебя младше. На 6 дней тебя младше. А не 8, да, не, на 5 дней даже. Слушайте, ну он намного поменьше. Я думал на месяц сначала, потом вспомнил, 8 они родились. И он, кстати, короче на ножках. Мои вот высокие на ногах. А он такой коротышечка. Но зато широкий. Прям такой широченный. Видите, насколько он меньше его? 5 дней разница. Лор, что, Алита донимается до тебя, а ты еще молодой. Воланды, по-моему, еще не вяжут в таком возрасте. Западник бы уже повязал тебя, Алит. Акула бы сюда запустить, он бы тебя сходу тут повязал бы. Ну, а лорд еще все-таки, Воланды чуть позже развивается во всех планах. Уже весь грязный обвалялся. Такой круглоглазик. Пуговка. Вега, красотка, какая ты красотка. Детишки уже благополучно добрались. Я сюда вам ставлю, посмотрите. Все хорошо у них. Можно не переживать. Ну вот же игрушечка. На. Нея. На. Нея. Чик-чик-чик. На, игрушечку. Боссу пофигу, кто стреляет, лишь бы кушать. Еще у нас трое приедут, Волендов девочек. Одна в Екатеринбург, вторая вот туда, где боссы Норд. И третью девочку будем разыгрывать. Все никак не могу видео записать с этими всеми событиями последними. А как дружно грызут. Чё ты тут? Вега приняла сразу его, начала защищать. Нильс стал поддавливать его. А Вега начала защищать, прям кусала. Это вот в 9 утра мне его привезли. Все, намучились, скажи, щенком. Орал тут так, не хотел сидеть, вылазил, вот поэтому весь такой грязный. Сейчас подпривык, уже смирился. Что ты? Что ты? Алит, он еще маленький. Воленды в год не вяжутся. Ну вот, по статистике. Акулу тебе привезти, но у нас нет на тебя клиентов, поэтому мы тебя не вяжем пока что. Как будут заказы, будем вязать. Да. Оба, оба, оба. Так, вам еще снежку надо свежего накидать. Такая поняла, ну все, с ним ничего не сделаешь, давай.
Ну, можно тогда не переживать. Вон у них лосятина. Кости лосиные, да? Ты, мультяшка, красавчик. Всех приветствую. У нас здесь гости с Австралии прилетели. Ну, они здесь в Петербурге сейчас находятся. Ну, вот у нас... Да, это вам спасибо большое. Нас впервые видят вот так вживую волков. Как вам ощущения? Посмотрите, Акела вас достать хочет. Как вы сами сказали, очень солидный парень, очень серьезный парень. Да, да, серьезный парень. Это чувствуется, и не хотелось бы на единение на воле рядом с ним. Ну, конечно, очень красавица, на самом деле, да. Акела, ты посмотри, ты весь мир собираешь. Ты представляешь? Я думаю, он понимает об этом, поэтому такой важный ходит. А как приятно тоже, что он в мире живет рядом с другой. Угу. Вы сказали гибрид, вот этот белый. Не, это чистая арктическая волчица, да, это чистая, да, да, да. Это я имею в виду, что по миру я искал, и там гибридные они все, а это чистая у нас. Это с Канады как раз она была. А я хочу, чтобы это сфотографировал. Вот у нас гости какие. Братиш там ждет своего часа. На шапку охотится. Да, 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 он у меня много шапок съел, кстати, таких шерстяных. Акела, у тебя бараньи головы там лежат. Зачем тебе шапка? Шапка, наверное, человек упал. У меня есть видео, где он мою шапку прям съел, проглотил. Им же шерсть, вот это все нужно. Еще в Уренгое, когда не хватало ему такого, он у меня шапки ел шерстяные. Вот у нас Балта, какой контактный, молодец, Балта. Как гостей встречаешь. И Куба молодец. Вот он какой. А Оскар у нас не хочет, да, подходить? Оскар, ко мне подходишь? Ко мне подходите, да? Вот у нас Синайка. Любвеобильный какой. У нас какой уже вид вырисовывается. Вышли с малышней погулять. Кто это тут? Кто это, Нильс? Чавкать будешь? Эй, малой. Кто этот? Смотри, какой петух огромный. Так, за тобой глаз да глаз надо. Смотрит. Огромедный петух. Кто это? Кто это? Ну-ка, Нильс. Нильс, кто там? Ай, побежали. Вон у них 5 дней разница. По глубокому снегу рыскает. Того еще беленького не называли, убежал. Ну чё, кабаны? Все, рыщет, ищет, хочет познакомиться, но побаивается. Ай, бежит. Чавкать будете? А? Нильсик, ты прям как с картины. Джокер уже дома. В телеграм-канале показал, как его забирал, что говорила
ветеринар по реабилитации. Ничего этого не снимал на самом деле. Снимал так кружочки в Телеграм, поэтому кто хочет посмотреть, переходите, смотрите. В общем, начал давать нашему петушку кое-какой препарат. Сейчас он ест белок, яйцо ему сварил. Он с удовольствием. Да, кашу вчера вот разводил, не доел так. Ну, пусть ест. Доест, в принципе. Вот, такой препарат есть. Называется Синтезит. Заказал в капельках, чтобы ему удобно было давать своевременно. Все привезли буквально за 2 суток. За 2 или на следующий день, не помню, в общем. Ну, сразу привезли, в общем, Синтезит, доставили. Все хорошо. Этот препарат вообще предназначен для людей. Он идет в таблетках вообще, но в капельках удобнее будет давать просто вот именно Джокеру. Очень много всего интересного рассказать можно про этот препарат и очень долго. У нас время ограничено, поэтому скажу коротко. Я его сам, этот препарат, пропивал, восстановил полностью свои биологические часы. Сейчас уже около месяца его не принимаю, и опять у меня из-за недосыпа, из-за стресса я сплю по 2-3 часа. Сейчас вот начну принимать заново этот препарат. Вот, надо будет заказать и обязательно его пропью. Синтезит, он вообще регенерирует, он восстанавливает полностью организм, стволовые клетки восстанавливает, улучшает кровообращение. В общем, только одни плюсы, минусов я не заметил. В первые 2 недели меня очень сильно клонило сон, поэтому я консультировался со специалистами, как мне лучше что делать, и меня вели. Вот через 2 недели я начал пить по утрам уже Синтезит. А вначале я пил только на ночь, потому что у меня действительно прям меня в сон. Все, я выпью, и все, через 20-30 минут я хотел спать и еле как двигался, ходил, за рулем невозможно было ездить. Поэтому на ночь начал пить. Когда восстановился мой организм более-менее, я стал пить по утрам. И энергию приток очень, кстати, сильно дает. По поводу на ночь пить, это не всем, потому что кто-то может не уснуть на ночь. Тут все индивидуально, надо пробовать, смотреть. По поводу того, у кого нет снов, вот мне говорят, вот нет сна. Я говорю, как нет снов? И вот этот препарат, я вам гарантирую, что он даст вам такие красочные сны. И вот у меня вообще квесты там во снах проходил, на самом деле очень интересно. Там вот он состоит из железа. В общем, ссылку я в описании прикреплю. Посмотрите, что вообще этот за препарат, как он действует на организм. Все будет в описании. А также там будет конкурс. Все условия прочитайте в описании. И, кстати, им пользуются очень многие уже ветеринары в экстренных случаях. У нас на самом деле экстренный случай. И надеемся, что наш Джокер начнет ходить. Потому что он пока чуть-чуть привстанет, упадет, привстанет, упадет. Посмотрим. У нас заканчиваются препараты, там буквально там немного, ну кроме антибиотиков. Это вот усиливает действие антибиотиков. Вообще любых лекарств, оно усиливает действие. Поэтому, Джокер, сейчас тебе капельки и все, и в путь. Вот, набираем мы препарат капелек. Ты что бушуешь, а? Почувствовал, да? Что сейчас буду тебе это, иди сюда. Давать капельки. Ну-ка. Все. Перебарщивать нельзя. Но мы тебе чуть-чуть, ну, больше. Не 3 капельки, а капелек 7-8 дал. Посмотрим. Сюда тебя вылью. Все, так, водички тебе надо поменять. Все-таки поразбросал все. Негодяй. Ой, негодяй какой. Джокер. Так, мы вот так еще ему массаж делаем. Не массаж, а учим. Вот, встает. Вставай. Раз, и сам, чтоб садился. О, молодец. Давай еще раз. Давай, Джокер. Молодец. Тебя, конечно, пораскидал ты. Во. Вот, молодец. До этого дома ночью он у меня был, но у меня там кошка. Я от греха подальше убрал его сюда.
Вот, тренируйся. Тренируйся. Вот так вот. Еще массаж лапок надо делать. Никогда бы не подумал и не поверил бы сам себе, что я буду этим заниматься. Никогда в жизни бы. Вот поэтому не зарекайтесь, не говорите заранее. Нет, вот мне спрашивают, а что, какие вязки, что там будет, что там. Вот яркий пример со Светлым. Ушел в жизни внезапно, и вообще у меня слов нету, и тяжело об этом говорить на самом деле. Все может поменяться в 1 секунду. Вот, поэтому не будем загадывать. Есть планы, но вот то, что вот петухом заниматься, я никогда не думал, что я буду там лечить его. Тебе очень, Джокер, повезло. Очень повезло, я тебе скажу. У нас прогулочка конкретная. Вот у нас малыш беленький. Имя еще ему не дал. Но, в общем, подсказывайте. Интересно ваше мнение. Все вот говорят, Андрей все равно не слушает. Андрей там не называет теми именами, которые ему предлагают подписчики. Ну, вот, например, Ария, да, Ария назвали самую драгоценную мою девчушку, назвали наши дорогие зрители, предложили это имя. Вот, у меня имя было Кобра заготовлено для нее. Поэтому не надо так говорить. Братиш уже пришел с таким именем. Акела, я не помню, по-моему, отец так сказал назвать. Ямал он говорил. Я Тайфуном хотел. В общем, Фурия. Вот Фурия. Да, я назвал. Ну и всех остальных тоже. Это у нас новые вольеры. Посмотрите, каркас уже сварен. Одного большого, огромного вольера. Бригада работает, занимается. В общем, и тот уже начали. Сейчас срочно сетку заказывать. И, в общем, практически будет вольер на процентов 70-60 готов. Останется, конечно, еще кучу работ, но все же вот так вот. Он зовут меня. Эй, ты чё, акробат? Стоит, шатается. Интересный такой. Эй, ты точно Воланд, а? Ты у нас не западник? Ты у нас не западник, такой интересный. Алита была такая, вот прям один в один. Все лезло, все ей надо было. Вот прям вообще вот копия Алиты по поведению. По внешним нет, а вот по поведению один в один Алита. Лезла, домогалась. Он, смотри, вот тебе надо, Нильс? Он же оторвал первый. Нильс у нас свободный мальчик. Поэтому, кому интересно, пишите, звоните. Будем общаться, разговаривать. Продаю не всем.